личной страницы персональной, то есть даже не уточняется, признаете вы себя блогером или не признаете. Любая страница, которая имеет аудиторию более 10 тысяч подписчиков, обязана передать свои данные в Роскомнадзор согласно новому закону, который вступил уже в законную силу. Что за данные? Ну, это фамилия, имя, отчество и контактные данные. Для чего это делается? Роскомнадзор сделал это с целью, как объяснили, да, законодатели, контролирования контента, который распространяется, на то, чтобы он не был запрещенным. И самое главное, многие, например, забыли, но уже более года действует закон о маркировке рекламы. Это обязанность каждого, кто распространяет в сети интернет рекламу, маркировать ее и передавать о ней данные в Роскомнадзор, налоговую и так далее. То есть это все делается с целью чтобы любая информация, которая распространяется в социальных сетях, соответствовала закону, то есть не была, да, какой-то запрещенной, борьба с фейками и так далее. Второе – это контроль доходов, да, которые некоторые не отображают официально, не регистрируют, не декларируют свой доход. В законе нет никаких уточнений, что должна быть это личная страница, считает ли себя блогер, да, или сам гражданин блогером или нет. То есть никаких уточнений нет, есть только одна формулировка — персональная страница. Поэтому мы предполагаем, что под эту формулировку подпадает совершенно любая страница, совершенно любой социальной сети, если аудитория превышает более 10 тысяч подписчиков. Даже если это бизнес-страница, это страница, которая распространяет, то есть размещает, публикует информацию и уже подходит под этот закон, поэтому эта обязанность коснется и таких страниц. Мы делаем вывод, что это касается совершенно любых социальных сетей, где вообще можно распространять и публиковать информацию онлайн в сети интернет. В том числе и запрещенных социальных сетей, которые принадлежат, например, запрещенной сети платформе Meta, да, это запрещенные в России Instagram и Facebook. В том числе и в этих социальных сетях нужно выполнять обязательства согласно новому закону. Последствия неисполнения этого закона будут достаточно ощутимы для блогеров. Почему? Потому что в первую очередь для блогеров с 1 января 2025 года, именно для тех, которые не подали о себе данные в Роскомнадзор, будут действовать ряд ограничений. Первое ограничение касается запрета на распространение информации со страницы такого блогера. То есть для других пользователей будет запрещено распространять любую информацию со страницы того блогера, который не внес себя в реестр этих блогеров в Роскомнадзор, то есть не подал о себе данные. То есть последствия будут также и для пользователей, которые будут распространять информацию с этой страницы. Это, конечно, нанесет ощутимый урон на блогеров, которым очень важно получать репосты их информации, их постов, контента и так далее. Второе ограничение касается запрета на размещение российским рекламодателям рекламы у таких блогеров. Ограничение касается запрета размещения блогером у себя на своей персональной странице информации о его финансировании. Будь ли это донаты, да, этому блогеру, либо любое размещение рекламы его услуг, чтобы к нему обращались за платными услугами и так далее. То есть любое финансирование этого блогера, размещение на этой странице, будет информация запрещена.